Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амших Шара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Круглый стол, организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в инфоцентре главы государства. В Средней Ишерской школе по поручению президента Аслана Бжаня ведутся масштабные ремонтные работы. На улице Гумская Сухумского района прокладывают дополнительную электролинию в город. В эти дни, 31 год назад, бойцы абхазской армии развивали успешное наступление. На третий день наступления наши бойцы уже освободили Бырсху, а также населенные пункты Лекухона и Верхний Килосур, села Адыщ и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Адыщ-Гварда. 18 сентября подразделения абхазской армии вышли к Качадарской железнодорожной платформе к посту ГАИ и захватили штаб противника, располагавшийся в частном доме. На Восточном фронте освобождено село Адзюбжа. Наступление на обоих фронтах успешно развивается. 47 выходцев из Абхазии погибли в ходе СВО, сообщил министр по ЧС Лев Квицинев в пресс-центре абхазского телевидения. Лев Квицинев подробно рассказал и о том, какая гуманитарная помощь оказывается Донбассу с начала СВО. Министр отметил, что в результате пожаров в этом году в частном секторе погибли 6 человек. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев в море и горах уменьшилось, избежать их совсем не удалось. За последние 3-4 дня, к сожалению, у нас вот подряд сегодня, вчера, позавчера найдены утонувшие, которых пока личность устанавливается. Но надо отметить, что и культура поведения отдыхающих тоже меняется. Вот, были случаи, когда в предыдущие года, когда и 14 человек, и 18 человек, если говорить уже о море, то утонувших было гораздо больше, число утонувших. Ну и то же самое могу сказать и в горах. Раньше, к великому сожалению, были не учитывалась возможность регистрации, и мы не могли знать, какая группа, где находится. Они не сообщали нам, и не было никакой регистрации, и нам было сложно, конечно, их найти в случае чрезвычайных ситуаций, в случае их организации, их поиска. Но все это меняется. Ну, получается, если вот сейчас группа туристов собирается в горы, с гидом вы уже об этом уведомлены, да? О месте их нахождения? В основном, да. Сейчас это очень строго, это контролируется, потому что были случаи, гиды, которые, если это можно так назвать, самозванцами, да, они сами по интернету, по другим связям находили группу, совершенно не владея ситуацией, организовывали разные маршруты, о которых мы вообще не знали. И, конечно, иногда все это заканчивалось плачевно. Пресс-конференцию министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квицинева смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Круглый стол «Здоровье нации. Основа будущего», организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в инфоцентре главы государства. В мероприятии приняли участие руководитель администрации президента Абисалом Кварча, представители Минздрава, АГУ, Академии наук Абхазии. Участники выступили с докладами о проблемах в области здравоохранения и наиболее распространенных заболеваниях – сердечно-сосудистых и онкологических, обсудили лабораторную диагностику и проблему эксплуатации медицинских технических средств в нашей стране. Лаура Капш расскажет подробнее.
Основой современной цивилизации является здоровый и духовно развитый человек. Ведь здоровая нация является безусловным признаком сильного государства. А главным институтом государства является семья. И именно с семьи должна начинаться пропаганда здорового образа жизни. А сотрудники здравоохранения должны помогать гражданам сохранить свое здоровье, отметила Сария Адлиба, открывая круглый стол. Социально-экономические, политические преобразования, утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономической и устойчивой демократической системы не имеет смысла, если они не направлены на создание всех условий для здоровья наших граждан. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье нации на 20% зависит от наследственности, еще на 20% зависит от социальных условий, на 10% от уровня здравоохранения и на 50% от образа жизни. Очень актуальные темы были рассмотрены в рамках круглого стола. Все доклады посвящены медицинской тематике и проблемам сферы здравоохранения, отметил начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация. Приятно, что в Абхазии есть новая плеяда ученых, которые не хотят сидеть на месте, которые понимают, что фундаментальная наука имеет очень важное значение для любой страны. И то, что молодые, скажем так, мозги не утекают из Абхазии, а концентрируются здесь и планируют еще будущее, это действительно будет являться большим подспорьем для любого направления деятельности нашего государства. Проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, ранняя диагностика, а также возможности и перспективы в условиях Абхазии. С таким докладом выступила Илона Ардзенба, кандидат медицинских наук. Стоит отметить, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной проблемой здравоохранения во всех странах, в том числе и в Абхазии. Сегодня, как кардиолог, я хотела бы поговорить об остром коронарном синдроме, а именно инфаркте миокарда и то, что возможно делать в условиях Абхазии, и то, что хотелось бы, чтобы в ближайшее время, так сказать, появились методы диагностики и лечения. Основными маркерами диагноза инфаркта миокарда являются биохимические показатели, которые определяются в крови. Это тропонин и креатинфосфокиназа вместе с клиническими симптомами и изменениями на кардиограмме. Плюс ультразвуковое исследование. В условиях Абхазии мы можем проводить исследования эти. У нас есть возможность в стационаре проводить количественные исследования. При содействии Министерства здравоохранения Республики очень сделан большой шаг, особенно в стенах республиканской больницы. У нас отделение кардиологии первое, но в стенах городской больницы, где проводилась диагностика и лечение таких пациентов. С некоторых пор есть и возможность оказывать пациентам с острым коронарным синдромом помощь в полном объеме и в стенах республиканской больницы. О лабораторной диагностике и ее роли в современной медицине рассказала декан факультета биологии и биомедицины ЭГУ Лариса Ахуба. А о проблеме эксплуатации медицинских технических средств в Абхазии рассказал старший научный сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии Тимур Страчан. С докладом про раннюю диагностику и лечение злокачественных новообразований выступила Сария Адлиба. Она привела статистические данные и рассказала об актуальности данной темы, ведь от рака умирает огромное количество людей. Заболеваемость в Абхазии достаточно высока, если мы помним, что наше население официально 240 тысяч. Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, 7886. Заболеваемость 232 единицы, смертность при этом 105 единиц. Пятилетняя выживаемость 50%, первичная запущенность 34%, конечно, очень высокий показатель, и готичная летальность тоже очень высока, это 40,3%. После участники круглого стола обсудили множество вопросов, которые были затронуты в ходе докладов. Также велась оживленная дискуссия. У всех участников была возможность задать вопрос представителю Минздрава и получить на него ответ. Лаура Капш, Раму Камке, Нарсо Цулуке, Абхазское телевидение. В средней Ишерской школе по поручению президента Аслана Бжаня ведутся масштабные ремонтные работы. Образовательное учреждение готовится отметить столетие со дня основания. Общая площадь ремонтных работ составляет более 500 квадратных метров. Из республиканского бюджета выделено 6,5 миллионов рублей. Все подробности в материале Гугуцы в Ардане.
По поручению президента Аслана Бжания в средней школе села Ишера ведутся масштабные ремонтные работы. Обновляется фасад здания, производится капитальный ремонт учительской, кабинетов директора и завуча, а также спортивного зала. В связи с тем, что ведутся такие масштабные работы на школе, мы не хотели упускать этот учебный месяц. И хочу выразить огромную благодарность руководству нашей страны во главе Аслана Георгиевича Бжания и нашего депутата парламента Авиц Бафазлыби Элизбаровича за такую огромную поддержку и помощь, которую наша школа не видела уже давно, можно сказать. Конечно же, из года в год мы обращаемся к главе Сухумского района, и он оказывает нам посильную помощь. Конечно, мы ремонтируем там отдельные кабинеты, самые необходимые, но в таком масштабе у нас в школе еще не проводилось. В этом году средняя Ишерская школа готовится отпраздновать столетие и будет названа в честь первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. На время ремонта дети занимаются в стенах Гумистинской школы во вторую смену. Раздевалка и котельная там просто в таком состоянии были, что дети не имели возможности зайти раздеться, переодеться, вернее. Стены в спортзале, в самом зале сыпались уже, и все время стояла пыль, и там местами пол тоже уже поднимался. Подрядная организация «Стройэнергосервис» начала работы в июле и планирует завершить их к концу сентября. В процессе ремонта фасада здания и кабинетов были проведены демонтаж старых покрытий, снята старая штукатурка, заменена электрическая проводка. В спортивном зале уже поменяли пол, электрику, провели отделку стен. Сейчас ведутся работы в раздевалке, котельной и санузлах. Предусмотрена замена пожарной лестницы и благоустройство территории. По благоустройству тоже есть определенные виды работ. Это входная группа. Мы будем там делать тротуарную плитку по смете. Пожарную лестницу полностью восстанавливать. Там уже один марш, бетонные работы завершены. Крышу будем восстанавливать по пожарной лестнице. И, соответственно, определенные проемы, там окна и двери будем заменять. Все это учтено в смете. Мы это все поэтапно сделаем. Но в процессе у нас будут еще вестись работы по фасадной части, по караеду, так как сложность работ заключается в том, что мешают погоды, то дожди. Сейчас вот у нас, мы смотрели погодные условия, с выходных показывают дожди. То есть в процессе, как идет дождь, наносить караед и краску у нас не получится. Заказчик работ управления капитального строительства. Из республиканского бюджета на ремонт выделено около 6,5 миллионов рублей. Школа это послевоенная, значит, основная школа наша Ишерская стояла вон там, которая получила самые первые удары и так далее, она полностью сгоревшая. Эта школа в свое время, значит, она училась очень много наших детей. Все это была довоенная история. Вот послевоенная история, там все, когда разрушилось, было решено, значит, в этом здании обучать детей. Это здание принадлежало воинской части лаборатории СССР. Лаборатория была. И вот здесь вот решили, и в то время начали восстанавливать. Она тоже имела значительное разрушение. Надо восстанавливаться. В первую очередь ко мне обратились руководство самой школы. И я обратился, значит, тоже в соответствующие органы. Это в первую очередь кабинет министра нашей республики Александра Златинского. Через управление капитального строительства. Она была утверждена нашим президентом. И, значит, и вот сегодня это продолжается работа. В программе был ремонт только фасада и правая часть, где находится лестница, а левая часть не входила в ремонт. И администрация Сухумского района во главе Алхаса Читанова взялись обязательства. И вот в данный момент вы видите, что уже отремонтирована левая сторона школы. И вот вопрос подняли и учителя, и депутат парламента Элизберович, Фазлиби Элизберович попросил, чтобы насчет забора вопрос подняли. В Сухумском районе у нас планов строительства, изыскать финансирование на строительство
забор. Общая площадь ремонтных работ составляет более 500 квадратных метров. Открытие школы планируется к 1 октября. Гугуса Вардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В Санкт-Петербурге начал работу 4-й Евразийский женский форум, в котором принимает участие делегация из Абхазии. Нашу республику представляют председатель Конституционного суда Диана Пелия, президент ТПП Тамила Мирцхулава, глава Абхазского союза туризма Анна Калягина. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Участники форума – женщины, парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из 150 стран мира. Делегация Министерства сельского хозяйства Абхазии во главе с министром Бесланом Джопо принимает участие в международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, который проходит в Санкт-Петербурге. В рамках форума запланированы встречи с руководителем Российского федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым и с делегациями из других стран. 13 нетрезвых водителей выявлены в ходе очередного специального рейда МВД. Один человек отказался от освидетельствования. Подробностей в материале пресс-службы ведомства. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Хонели Айдар Исметович, 1963 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении, повторно совершив данное правонарушение. Адлиба Рома Астамурович, 1983 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Шамугия Ираклий Раулович, 1982 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Курикян Сиран Саркисович, 1974 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гинзя Батал Умарович, 1995 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Закарая Эмир Раминович, 1985 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Александров Виталий Анатольевич, 1973 года рождения, житель Ставропольского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кварче Зураб Умарович, 1998 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гургуля Ираклий Бачукевич, 1988 года рождения, житель поселка Цандрипш, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мархолия Ахрасевович, 1975 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Иванов Алексей Валерьевич, 1976 года рождения, житель города Санкт-Петербург, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Матвеева Наталья Геннадьевна, 1964 года рождения, жительница Ростовской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Бения Инал Тарьелович, 2003 года рождения, житель города Пицунда, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джопу Аляс Бесланович, 1999 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. На улице Гумская Сухумского района прокладывают дополнительную электролинию в город. Предусматривается и расчистка воздушных линий от растительности. Работы позволят увеличить пропускную способность сетей, что, безусловно, благоприятно скажется на электроснабжении населения центральной части города. На месте работ побывала Шазина Ханагуа. Вот уже третью неделю на улице Гумская Сухумского района не смолкает шум спецтехники. Сотрудники частной фирмы под наблюдением специалистов СУЭС проводят комплекс мероприятий по прокладке дополнительной линии в город. Работы проводятся за счет частного лица, который получил технические условия на подключение к электрической сети от Черноморэнерго. Объект будет строиться по улице Сахарова. Да, значит, линия пойдет напрямую с подстанции 110 киловольт на 10 киловольт ЕБИТ до пересечения улицы Басаря с улицей
Сахарова, и объект будет непосредственно располагаться на улице Сахарова. Все работы проводятся в соответствии с проектом за счет инвестора, который как бы и является заказчиком данных работ. Подрядчиком, как я уже выше сказал, является частная фирма, которая своими средствами производит данные работы. В проекте на перспективу развития заложены металлоконструкции, которые в дальнейшем позволят городу при необходимости провести дополнительную линию. Это доставит меньше неудобств гражданам, а также способствует дальнейшему развитию энергетики. Да, это на перспективу развития для того, чтобы в дальнейшем доставить минимальные неудобства населению. Нам необходимо будет просто смонтировать сцепную арматуру, проложить проводник, и это дает возможность в кратчайшие сроки при необходимости проложить еще одну линию для того, чтобы население города обеспечить надежным электроснабжением. Количество абонентов, которые могут быть присоединены к линии по завершению работ, будет определяться схемой города Сухум. По словам главного инженера Алексея Страчана, это повысит надежность электроснабжения, разгрузит существующие сети, что в итоге повлияет на качество. Пока проводятся работы, наши абоненты все запитаны, никто без напряжения не остался. В данное время линия выведена в ремонт. Параллельно с этим проводятся работы по расчистке трассы линий. Как вы могли увидеть, специалисты зеленого хозяйства, МУ «Благоустройство» уже проводят санитарную обрезку деревьев с вывозом. И мы все эти работы объединили, потому что в любом случае при обрезке деревьев, для того, чтобы обезопасить тех ребят, которые работают, нам необходимо было вывести линию в ремонт и обесточить. И мы получается, приурочили оба события для того, чтобы доставить минимальные неудобства. Комплекс мероприятий было решено проводить осенью. В это время года световой день позволяет специалистам проводить работы в полном объеме. Нагрузки на данном этапе сейчас позволяют нам вывести определенные сети в ремонт, в обслуживание, потому что с наступлением холодов они нам не позволят уже по своей пропускной способности заниматься этой работой. На этой улице с напряжением было в последнее время более-менее нормально, потому что мы провели работы по замене проводов напряжением 0,4 киловольт, заменили их на проводник СИП. Были установлены приборы учета, и после проведения комплекса мероприятий контрольные замеры нагрузки показали, что нагрузки на сеть снизились, именно то, что касается улицы Гумской, и также и качество электроэнергии тоже повысилось. Общая протяженность проводимых работ 6 километров. Комплекс мероприятий планируется завершить к концу месяца. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 19 сентября, местами возможны кратковременные осадки, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.